учти, учти, ой, мимие. Конечно же, как и другие участницы, я волнуюсь. Я не знаю, что будет дальше, потому что на таких масштабных конкурсах я еще не участвовала. «Этнокраса» — это проект о республиканском конкурсе этнической красоты и таланта «Мисс Содружества». После отборочного тура осталось лишь 7 девушек, представительниц 7 разных народностей. Каждая из них отражает культуру нашего многонационального Башкортостана. Зубаржат Юнусбаева. Башкорттар бик кунаксыл, кыю халық. Буласак балаларыбызга, яшьтәргә башкорт телен онытмаска. Данара Айдарбекова. Қазақ халқы өте қарапайым, қонақжай және де өте талантты халық деп ойлаймын. Фынзиля Сибгатулина. Мин татар халкыбызны бик нык яратам, горурланам аның белән. Рипсиме Мартиросян. Մեր ազգը շատ քաչ, սիրալիր եւ հզոր եւ դուխով ազգ է։ Нураем Бактыбекова. Өзүнүн элинин салтын, үрпадатын, када салтын бардыгын билүүсү шарт. Мариалина Нуриахметова. Ми удумуртиос, кунопумитаны яратишеш. Ирина Толмашова. Я представляю шорцев. Это подгруппа хакасов. Мама у меня шорка, а папа хакас. Девушкам заготовлено несколько испытаний. Они должны сразить жюри не только своей красотой, но и талантами. Первое задание покажет, насколько гостеприимная каждая претендентка на звание «Мисс Содружества». Участницам предстоит приготовить одно из популярнейших блюд в нашей республике – учпачмак. Эти пирожки треугольной формы с начинкой из картофеля и мяса знакомы на вкус каждому жителю Башкортостана. Интересно, как наши новоиспеченные хозяюшки справятся с легендарной выпечкой. На помощь им в решении такой гастрономической задачи приходит Азат Низамеддинов, шеф-повар кулинарной студии «Открытая кухня». Берем муку и на подпыл, и каждый пробует, и начинаем раскатывать. Если честно, учпачмак я ни разу в жизни не готовила, но бишбармак зато готовлю постоянно. Это мое любимое блюдо. Особенно обожаю, как готовит моя мама. Так, что у нас тут получилось? Вот. Нормально. Уже тонко, больше раскатывать не надо. Сейчас мы вырежем круг. Рассказывайте, какие у вас блюда с тестом? Ну, вообще, мама меня с детства учила раскатывать тесто, но не всегда у меня получается идеальный круг. Почему-то вот так. И, может, скалка неудобно. Нет, я думаю, больше... Нет, а вы раскатывать больше не нужно. Я очень часто готовлю, особенно с мамой. Также национальное блюдо перепечи, шанишки удмуртские перепечи. Мы на каждый праздник, каждый раз, когда гости приезжают, мы с мамой готовим перепечи. Так, красивый треугольничек получился. Оставляем также, да, посередине дырочку. Вот такое чувство, как будто с тестом работаете с детства. Каждый день что-то лепите. Да. У нас есть праздник Ноурус, Навруз в переводе. И в этот праздник мы собираемся всеми родственниками. Там не только родители, бабушка, дедушка, их дети. Все они. Мы собираемся в большом доме и лепим манты, борсак делаем обязательно, чак-чак. У нас в Кыргызстане, похоже на такое блюдо, у нас такого нету. Но у нас есть национальное блюдо у кыргызов, это бишбармак, как у и башкиров. Для меня это что-то новое. Вот. Ну, правильно режь, вот здесь чуть поменьше и полоски потоньше. У нас армянские и башкирские кухни не совпадают. У нас, допустим, называется долма, есть блюдо в переводе голубцы, которое сделано не из капусты, из листьев капусты, а из листьев винограда. Очень много традиционных пирожных, вот, интересных, вкусных. И, как все знают, армяне очень вкусно готовят шашлык. По-своему как-то получается, что очень вкусно. Хотя, может, это все делаем так же, но, может, это частичку души вкладываем в него, и оно получается очень вкусным. У нас, например,
Вообще любит лук, побольше лука везде. Ну, как я знаю, к шашлыкам он почти подается везде. Так, давайте еще добавим лук. Обычно у нас на застольях обязательно присутствует первое, второе. На первое у нас суп, тукмаш, лапша с перевода, либо же пельмень. Это подается также с бульоном, это пельмени. Также у нас на второе подается каша рисовая вместе с изюмом и курагой. Сладкая, на молоке, очень вкусная. Обязательно на застольях у нас есть мед, чак-чак, либо баурсак. Дальше соединяем с третьего конца. Все, и у нас готов. Обязательно посередине будем оставлять небольшую дырочку. У нас с башкирским национальным блюдом очень похожие. Например, баурсаки, бишбармак. Я люблю готовить сама. У нас, когда будет праздник, всегда готовим бишбармак. Вот, и потом все это вместе соединим с остатками. А посередине, да, не забывайте оставлять, чтобы испарялся оттуда сок, и чтобы тесто у нас оставалось нерванным. Мне не доводилось готовить уч-пачмаки, на самом-то деле я их увидела первый раз в 2010 году, когда приехала в Башкирию к бабушке в гости. Вот. Познакомилась с ними в Хакасе, у нас не готовят такое национальное блюдо. Нашим рукодельницам предстоит оформить футболки в стиле эклектика. Современный предмет гардероба заиграет национальными красками. А поможет им в этом непростом деле Венера Нурмухаметова, художник и дизайнер одежды. Считалось, что душа человека проходит через щитовидную железу. И женская энергия, она вся сосредоточена здесь. В последнее время этническая стилистика в моде. Мне кажется, люди таким образом пытаются показать свою культуру, народ. Они этим гордятся и хотят, чтобы о них знали все. Размер нагрудника, он разный был, передавался из поколения в поколение. Допустим, мама передавала своей дочери тот нагрудник, который передала ей бабушка, и можно было надшивать. Поэтому монет было очень много, огромное количество монет. Все они были в основном серебряные, в основном серебро считалось таким обережным. Какие-то традиционные орнаменты в одеждах, они мне очень нравятся, я их стилизую и ношу. Платье, в котором я сейчас сижу, оно мое повседневное платье. Интересно, у Ирины крупные украшения, да, на ушах, такое необычное какое-то, тоже какое-то? Нет, это я сама сделала. Сама сделала? И такие крупные кораллы, то есть чувствуется, да? Еще национальные сережки, на мне их сейчас нету, они сделаны тоже из кораллов, там крупные такие кораллы, они свисающиеся тоже. И раньше коралл очень был ценен, его привозили через Тибет. У нас, конечно же, есть национальные украшения, они очень красивые, подвеска огромная, большая. И вообще, в основном у нас сережки бывают в виде граната. Гранат — это у нас символ Армении, красный гранат. Это армянское национальное украшение. У него есть название какое-то свое? Нет, названия нету, но какие элементы на каждом монетке изображены, они что-то обозначают. Угу. И тоже, да, я обратила внимание, что тоже красненькие бусинки, кораллы. У нас очень много общего с башкирскими украшениями. Например, это нагрудники. Такие же нагрудники есть и у башкир. Сакал, например, у башкир тоже есть. Маллай, камзол. Мариалина, у тебя тоже на груди что-то? Маниста. Это тоже какое-то национальное? Да, это наше удмуртское. Взято все-таки мы закамские удмурты, живем в Башкирии, и манисты у нас взяты из Башкирии. Я вообще хорошо рисую. Последний раз
по-моему, в школе просто. И сейчас просто не рисую, просто хобби. У нас есть этот тумар, это оберегающий. Там внутри написано Коран. И казахи это верили в этом, что это будет оберегать их. У меня из башкирских украшений есть белядек, вот. Есть тушельдерек и кашмау. Но правда это костюм замужней девушки уже, так как все закрыто. Поэтому здесь у вас ментальная связь с самой собой, и здесь вам уже как бы, ну вот, будет здорово подумать о чем-то таком приятном, что вы сами себе хотите. Я считаю то, что это очень красиво, элегантно, грациозно смотрится под вечерние платья, вот, национальными узорами, вот, нагрудники носить. Коралл вообще никогда не видела. Я почему-то думала, что у киргизов тоже что-то такое есть. Такое нет. Такого нет, да? Потому что как бы тюркская группа. Вот, например, у татаров. Да, да. Чуваш, да. Удмуртов, да. Удмуртов. У них вот точно такое есть, но у нас, к сожалению, вот нагрудник такого нет. У вас самая главная задача сегодня красиво, грамотно представить свой народ, показать, какие вы есть на самом деле красивые, рассказывать какие-то фишки про свой костюм и красиво позировать с лошадью. Я желаю вам всем успехов и знаю, что вы справитесь. Настоящая красавица перед объективом фотокамеры должна чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах. Участницам конкурса «Мисс Содружества» предстоит поработать с необычным партнером. Работать с девушками на фотолокации будут фотограф Денис Елмурзин и основатель модельного агентства «Неон» Ева Красная. Хакасы изначально были кочевниками, и поэтому у нас все основывалось на скотоведении. И поэтому лошадь у нас изначально в культуре. Ты очень красиво сейчас глазки прикрывала, да? Вниз смотрела, подбородок чуть выше для того, чтобы свет на тебя хорошо попадал. Идея фотосессии в этническом, в однородном костюме. У меня не так много было фотосессий в народном костюме, и поэтому я хочу... Я уже побыстрее хочу показать всем в Инстаграме, ВКонтакте, всем, что у меня есть такой костюм, яркий, с узорами, и чтобы все видели. И все-таки костюм, он подчеркивает красоту. А ты вот смотри, ты так красиво рукой ставишь вправо, ты можешь ее чуть выше поставить? Чуть-чуть и обратно. Да. Вот, молодец. Мне нравится, когда ты в движении работаешь, у тебя очень хорошо получается. И на камеру не забывай, и в профиль тоже смотреть, ладно? Батыры наши в основном всегда ездили верхом. И, например, эпос Манас. Там разные названия лошадей. Например, Тайтору. Батыры всегда выигрывали в скачках. И в этом помогли их друг лошадей. Смотри, у тебя очень красивые рукава, да, и на локте вот здесь у тебя развивается, поэтому ты можешь делать вот такие движения, чтобы это все развивалось и хорошо смотрелось. Чуть ближе к мордочке всегда становишься и бери за уздечку за две сразу рукой, да. Одной рукой бери за две. Да, одной, да, а другой работаешь здесь. Лошадь у нас ассоциируется больше всего с мужчинами, что у нас мужчины сильные. Вот. Есть высказывание на армянском, что это сила, что это дух.
Смотри, у нас свет сегодня темный, и всегда мы держим подбородок чуть выше для того, чтобы красиво освещалось твое лицо. Будут и ростовые, и портретные кадры. Поэтому вниз не опускаем, держим вверх, ручками мягко работаем, и костюм тоже свой демонстрируешь. Пару раз я каталась на лошадях верхом. Для меня это было очень страшно, и по сей день я как-то побаиваюсь их на самом деле. Смотри, вот этой рукой левой сделай вот такое движение назад. Да? Идея фотографироваться с лошадью, я считаю, очень интересная. Это будет очень красиво, так как мы будем в национальных костюмах. Для всех конкурсантов это был очень приятный сюрприз. У нас лошадь самый ценный животный. И в Казахстане очень много лошадей, и их ценят. Головой чуть ближе. Как только привыкнешь, да, можешь головой, и подбородок выше держишь. Эту руку, смотри, у тебя, ты можешь ее и здесь оставить, и к своему лицу, и гладить. Главное, только не перекрывай воланчиками лицо, вот так, ладно? Я с детства люблю лошадей. Вообще, как их можно не любить? Они такие красивые, грациозные, выносливые. Тоже мама мне с детства прививала эту любовь, рассказывала сказки про Акбузат. Это наш символ, да, наша мифология, символ красоты, символ свободы. А давай вот такой кадр сделаем, как будто ты шагаешь и идешь. То есть ты вот здесь держишь и делаешь шаг вот сюда по диагонали. Вот по диагонали лучше, да. Вот сюда. И как будто за собой ведешь. Вот она как раз развернулась вместе с тобой. Сейчас хорошо будет. Творчество – это важная часть любой народной культуры. Участницы проекта «Этнокраса» познакомят со своим национальным фольклором с помощью небольшого выступления на сцене. В творческом номере я буду петь народную песню, народную удмуртскую песню. Больше всего у нас поют народные песни, частушки, такмак называют у нас еще такмаки. Я сыграю на хакасском инструменте, он называется у нас хомус, либо варган, вот, в сопровождении с бубном. В шаманизме есть такой обряд, он называется камлания. Камлания происходит при сопровождении звуков бубна и треска костра. Так как костер нельзя будет, конечно, разводить, я поиграю на бубне в сопровождении с хомусом. В этом проекте я пою кыргызскую песню «Булбулум», «Соловей». И этим номером я хочу показать кыргызскую культуру. Bir bulbul bulup gelet günde biz jürçün halma
я подготовила творческий номер, песню, которая мне очень нравится. Она народная армянская песня, написана очень-очень-очень давно. Вообще песня о любви, можно сказать. Но там говорится как раз-таки о горах Армении, о природе, вот, как я люблю свои горы, природу. На творческий номер я подготовила татарский танец народный. С детства я занимаюсь народными танцами, всегда восхищалась их задорными движениями, задорными танцами в целом. Я подготовила народную песню «Кусни Хорлан». «Кусни Хорлан» — это имена девушек, красавиц. Лично я выросла на башкирских песнях, на народных танцах. Мне мама постоянно в детстве пела колыбельную. Вот, допустим, когда я на сцене вижу башкирские танцы, как танцуют, у меня сердце начинает стучать быстрее, бежит. Вот тогда я понимаю, что, насколько я люблю нашу республику, наш язык. Я подготовила номер, буду играть на фортепиано, и будет иллюстратор, кураист. Мы постараемся вам донести красоту башкирской мелодии, чтобы вы окунулись в мир Башкирии, так скажем, Башкортостана. Когда будете слушать эту композицию, представьте себе наши красивые костюмы башкирские, нашу природу и наш народ. Мы будем исполнять произведение «Саңырау торна». Эту музыку ни с чем не спутать, так как башкирская мелодия очень сильно отличается от всех. Торна переводится как «журавль». По башкирской легенде они предупреждали о войне.
Современному поколению очень важно знать свою культуру, свою историю, так как если мы забудем, это все исчезнет через 5 или 10 лет, то в жизни бывают разные моменты, ты уже не знаешь, куда идти, куда податься. Именно зная свои корни, ты будешь знать, куда идти, куда двигаться в такие моменты, когда нужно сдаваться, ты знаешь, что надо идти вперед и не сдаваться. Разговариваю на своем удмуртском языке, поэтому я не забываю свой народ. Также Удмуртия — это все-таки часть меня и Башкирия, потому что я здесь росла. Хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение изучали, помнили наш язык, наши обряды и традиции для того, чтобы он не пропадал. Были случаи, когда я сидела в машине, и там впереди сидел водитель, такой пожилой. Он начал спрашивать, из какой ты нации. Я объяснила, что я кыргызка, и он дальше продолжал спрашивать, какие у вас обычаи, расскажи все подробно, мне интересно. Я подумала, и я узнала то, что я не знаю о своем народе почти ничего. После этого я пришла домой, открыла книги, которые папа всегда на полках ставит, и стала изучать, кто такие кыргызы. У нас в семье принято ценить свою культуру. Мы сохраняем свой язык, мы не забываем ее и дома разговариваем на своем языке, несмотря на то, что мы находимся вне своей родины. Свою культуру нужно знать для того, чтобы не терять связь с предками, с старшим поколением. Потому что я казашка. Если я не знаю культуру свою, то будет очень стыдно. Мне кажется, странно не понимать, откуда ты произошел, то есть не знать своих бабушку, дедушку, прадедушку, получается. И когда ты понимаешь свою культуру, свою национальность, наверное, ты больше понимаешь себя.